Всем привет! Меня зовут Николай, и с вами проект онлайн-трансформация. Сегодня мы с вами рассмотрим факторы роста мышечной ткани. Для того, чтобы понять, какие факторы влияют на рост мышечной ткани, мы рассмотрим синтез белка, процесс синтеза белка. Для этого изобразим клетку. В середине находится ядро. В ядре у нас заложена генетическая информация, то есть наша ДНК. С чего начинается синтез белка? В нашем организме вырабатывается гормон, который называется тестостерон. Тестостерон, попадая в ядро, запускает механизм синтеза белка. Итак, первый фактор – это гормоны. Для того, чтобы тестостерон мог попасть в клетку и затем в ядро, нам необходим следующий фактор – это ионы водорода. Ионы водорода – это вещества, которые у нас образовываются в процессе окисления, то есть в процессе деятельности мышечной ткани, в процессе работы. Ионы водорода. Ионы водорода проникают сквозь клеточные мембраны и тем самым помогают гормону попасть внутрь клетки. Если не будет ионов водорода, то тестостерон не сможет попасть в наше ядро и запустить механизм синтеза белка. Итак, тестостерон попал в ядро. Что происходит далее? Далее с нашего участка ДНК считывается генетическая информация, определенный отрезок о нужном нам белке, который специальные молекулы, которая называется РНК, выходят в цитоплазму, где и будет происходить дальнейший синтез белка. В цитоплазме по этому образцу из аминокислот организм начинает выстраивать одну молекулу белка. Она имеет определенную форму, в которой последовательно собираются аминокислоты и образовывается нужный нам белок по образцу из ДНК, как я сказал. Следующий фактор – это аминокислоты. Далее, следующий фактор. Чтобы этот весь процесс происходил, нам нужно обеспечить его энергией. Поэтому следующим фактором у нас будет креатин. Креатин способствует ресинтезу АТФ. АТФ – это молекула, которую наш организм может использовать в качестве энергии. Мы получили 4 основных фактора, которые влияют на рост мышечной ткани. Теперь мы рассмотрим, как мы можем повлиять на каждый из этих факторов, чтобы увеличить прирост мышечной ткани. Гормоны. Основным гормоном, который помогает росту мышечной ткани, является тестостерон. Тестостерон вырабатывается преимущественно ночью, поэтому нам необходим хороший режим сна. И следующий момент – это наличие базовых упражнений в вашей тренировке. Так как именно базовые упражнения несут хороший стресс для нашего организма, что заставляет его, соответственно, вырабатывать больше тестостерона. Чем больше тестостерона мы будем вырабатывать, тем больше синтеза белка у нас будет в организме. Так как тестостерон, попадая в ядро, не выходит обратно, соответственно, нам необходимо большое количество тестостерона, чтобы наши мышцы хорошо росли. Бодибилдеры, использующие фармакологию, имеют хороший прирост мышечной ткани. Дело в том, что их фармакология, почти все препараты, построены на основе именно гормона тестостерона, что помогает им получать хороший прирост мышечной ткани. Следующий фактор – ионы водорода. Ионы водорода вырабатываются при закислении. Следовательно, для того, чтобы синтез белка проходил успешно, нам необходимо поработать в зале. Но если их будет слишком много, они будут разрушать белок. Поэтому нам необходима определенная дозировка нагрузки, которая будет снабжать нас необходимым количеством ионов водорода. Их не должно быть мало, их не должно быть много. Оптимальным количеством, скажем так, по закону тренировок, по практике тренировок, эффективным является 8-12 повторений на одну группу мышц. Соответственно, при этой нагрузке мы не получаем избыточного стресса, не получаем слишком большого разрушения и в то же время снабжаем организм хорошим количеством продуктов закисления, если так можно сказать, при которых у нас происходит синтез белка. То есть это достаточно хороший стресс, не маленький и небольшой. Итак, следующий фактор. Аминокислоты. Аминокислоты содержатся в белке. В природе существует около 22 аминокислот, которые содержатся в белке. Дело в том, что белок, который содержит все аминокислоты, как правило, животного происхождения. Соответственно, нам необходимо потреблять белок животного происхождения. Это творог, яйца, рыба и мясо.
Если мы будем потреблять белок только растительного происхождения, там не полный набор аминокислот, поэтому наш синтез белка будет ограничен. И последний фактор – это креатин, это наша энергия. Соответственно, чтобы получать хорошую энергию, чтобы мы могли сопровождать энергией процесс синтеза белка, нам необходимо полноценно питаться. Креатин формируется в организме из 3 аминокислот. Соответственно, опять же, нам нужно понимать, что должен быть животный белок в нашем рационе. Или получаем креатин из мяса. Там очень много креатина содержится, и в основном весь креатин, который мы получаем именно из мяса. Воздействуя на эти 4 фактора, вы сможете значительно улучшить свои показатели в тренировочном процессе. Поэтому я надеюсь, что это видео будет вам полезным. Основательно еще раз продумайте на своем примере, как вы можете повлиять на каждый из этих факторов, и вы получите результат.